В преддверии Нового года обычный микроавтобус для школьников превращается в фургон с подарками, как из знакомой рекламы. Преподаватели Республиканского центра дистанционного обучения разбирают партию сладких презентов для своих подопечных. Такой сюрприз они подготовили для особенных ребят вместо традиционного новогоднего утренника. У нас на сегодняшний день 266 детей. И сегодня мы решили массово выехать, как вы видите, к каждому ребенку, чтобы каждый сегодня получил подарок от главы республики Ингушетии Махмуда Али Макшариповича Калиматова. Нам очень приятно было получить подарок для каждого ребенка. Мы хотим вот эти вот эмоции и ту радость передать каждому ребенку сегодня. Перчатки, маски и социальная дистанция. В дом к подопечным преподаватели не заходят, а передают сладкие подарки через родителей, даже не заходя в подъезд. Впрочем, детскому любопытству предела нет. Вот и 8-летний Дауд не усидел дома, рассказывает мама. Свой подарок он захотел забрать сам, хоть и немного смутился при виде камеры. Да, вот скажи спасибо. Да, вот скажи спасибо. Вышла навстречу воспитателям и маленькая Салима. Девочка благодарит гостей за подарки и вместе с мамой желает всем в новом году счастья, а главное – крепкого здоровья. Я желаю с Новым годом, я желаю счастья. Чтобы они всегда были здоровы и улыбка не спадала с их лица, чтобы они были счастливы. Чтобы подарить частицу волшебства ребятам, много усилий не нужно, считают преподаватели Центра дистанционного образования. Ведь для особенных детей даже самый маленький подарок – это масса позитива и хорошего настроения. Детей наших с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом. Да и всех детишек, конечно, пожелать им в первую очередь здоровья, успехов и счастливой судьбы, наверное. Мы сегодня провели праздник в РЦДО. У нас прошел в ограниченном формате. К сожалению, мы не смогли всех детей пригласить на наше мероприятие, но мы с ними будем связываться по скайпу, поздравлять их, рассказывать историю создания праздника и поддерживать связь и общение. Поскольку сегодняшний визит гостей для ребят стал сюрпризом, то выучить стихотворение дети не успели. Зато к следующей уже онлайн-встрече обещали подготовиться основательно и даже приготовить презенты для своих педагогов. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.